Мы продолжаем рубрику, посвященную юбилею победы в Великой Отечественной войне. В ней мы рассказываем о наших ветеранах, хранителях событий того времени. Сегодня своими воспоминаниями поделится ветеран Александр Пупынин. Александр Анисимович родился в поселке Ключевка Троицкого района. Окончил 4 класса школы и пошел работать в местный колхоз. Там Александр Пупынин научился водить трактор. Так и протрудился на нем до армии. Председатель колхоза говорит, должны ребята приехать к нам сюда, в военком, с комиссией. Вы не соглашайтесь в армию идти, а то у нас, мало не хватает. Несмотря на просьбу председателя колхоза, Александр с товарищами вызвались добровольцами. В 1943 году 17-летний Александр отправился в армию. Из Троицка в Челябинск, оттуда в Свердловск, потом в Тюмень. Александр Анисимович попал в снайперскую роту, но ненадолго. 4 классов образования оказалось недостаточно. Перевели в стрелковый полк. Фронтовики говорят, старайтесь материальную часть знать. Это вам пригодится, говорит. А тактика... И все. А ураганы, снега были. Тактика, говорит, это там вас не спасет. Надо самому голову прятать. Через некоторое время этот стрелковый полк расформировали. Александра Пупынина направили во Владивосток, в войска МВД. Там и прослужил Александр Анисимович до 1950 года. Вернувшись в родной город, ветеран стал работать на железной дороге. Кочегар, стрелочник – вот с чего начинал Александр Анисимович. Через некоторое время начальство оценило его трудолюбие и назначило его главным кондуктором грузовых поездов. Там ветеран проработал до пенсии. Сегодня у Александра Пупынина есть дети, внуки и правнуки, которые часто навещают защитника Отечества. Кроме того, частым гостем в доме у Пупынина является председатель узлового совета ветеранов Антон Исак. Когда я заступил в 2007 году, он часто к нам туда приходил, проверял, как она там работает, да все такое. Ну и так вот познакомились, все, и так вот поддерживаем отношения. Летом с ним за ягодами, да, ездили за грибами. Хороший человек, общительный, вот, любит пошутить. Несмотря на войну и тяжелую трудовую жизнь, Александр Пупынин часто улыбается и шутит. Он признается, что ему предлагали жить и работать во Владивостоке, но ветеран отказался, ведь для него нет ничего дороже родной земли. Глеб Гельмель, Александр Клыков, ТВ Троицк.